Это о нас и это о каждом. По данным Международной организации труда, каждый год в результате несчастных случаев на производстве гибнет более 2 миллионов человек. Это население 2 таких городов, как Бишкек. Более 300 миллионов становятся инвалидами в результате несчастных случаев. А это уже население целой страны, например, такой, как Соединенные Штаты Америки. Вы только задумайтесь, каждые 15 секунд в мире гибнет 1 человек. И каждую секунду 10 человек становятся инвалидами в процессе своей трудовой деятельности. Почему на производствах происходят несчастные случаи? Главная сложность охраны труда заключается в том, что проблемы травматизма невозможно решить только инженерными методами. Очень велика роль человеческого фактора. Когда культура безопасности низкая, сотрудники воспринимают обязанности как что-то обременительное и думают, что ношение средств индивидуальной защиты – это излишняя экипировка. В нашей компании тоже происходили смертельные случаи. И чаще всего проблема заключалась не в правилах, не в стандартах, а именно в установках людей и в поведении людей. Мы понимали, чтобы развить высокую культуру безопасности, надо воздействовать на поведение. И сегодня я расскажу вам об опыте Kumtor Gold Company, и вы поймете, что эта цель достижима. В 2017 году мы начали внедрять программу Work Safe, Home Safe. Безопасно на работе, безопасно дома. Мы поставили перед собой амбициозную цель – довести уровень происшествий на производстве до 0, чтобы каждый наш работник возвращался домой живым и невредимым. Мы понимали, для этого необходимо не просто обучать персонал, но воздействовать глубже, меняя поведение работников от руководителей до рабочих, и внедрять такую культуру безопасности, при которой риски опасного поведения будут максимально снижены. На первом этапе внедрения программы мы провели более 200 тренингов для более 3700 работников компаний и подрядных организаций. Мы вовлекли всех, мы вовлекли каждого в процессы охраны труда, для того, чтобы нулевой травматизм стал для нас нормой. Повсеместно, во всех звеньях предприятия мы стали внедрять стоп-диалоги. Инструмент, при котором работник не допускает опасного поведения ни своего, ни своих коллег. Человек не проходит мимо риска, не проходит мимо своего коллеги, если тот выполняет небезопасные действия. Один из главных психологических барьеров, препятствующих нарушению правил ТБ, является наш менталитет, где младший не может сделать замечание старшему, как по возрасту, так и по должности. Стоп-диалоги направлены на работу с этим стереотипом в том числе. Очень часто на своих тренингах мы рассказывали историю одного рабочего. Накануне он поругался со своим коллегой. На следующий день, когда он увидел, что его коллега выполняет работу небезопасно, он его не остановил. В результате коллега получил травмы, несовместимые с жизнью, и он погиб. Очень часто мы цитировали Дона Морелла: «Я мог бы жизнь тогда спасти, но мимо я решил пройти». И чтобы такого не было, в компании мы проводим стоп-диалоги. С 2017 по 2019 год мы провели ряд мероприятий. Была вторая фаза тренингов Work Safe, Home Safe. Были тренинги для детей, работников компаний. Мы провели ряд мероприятий, нацеленных на то, чтобы мы повысили осознанность наших работников и членов их семей в вопросах техники безопасности, насколько это важно. У нас много очень своих личных историй, одну из которых я хочу вам рассказать. Произошло это 1,5 года назад. Обычно мы возим своих детей сами, но тут получилось так, что мы сели в такси. Моему младшему сыну тогда было 5,5 лет, сейчас ему 7. Мы сели в такси, и машина тут же тронулась.
В этот момент мой ребенок очень возмущенно выкрикнул: «Подождите, я же еще не пристегнулся!» И нужно было видеть глаза этого водителя, который развернулся, чтобы посмотреть, что ребенок сделал ему замечание. Ребенок пристегнулся, спросил: «Мама, ты пристегнулась?» Я ответила: «Да, Палашка, я пристегнулась». И только после этого он сказал водителю: «А теперь вы можете ехать». У нас много таких историй, которые нацелены на то, чтобы каждый из нас возвращался домой живым и невредимым. А что сейчас? На сегодняшний день мы отработали целый год без происшествий на производстве. И нам важно, и нам нужно это сохранить. Ведь мы продолжаем свой путь к достижению нуля. Ведь это о нас, и это о каждом.